За ходом чемпионата мира по футболу в Москве следит наш собственный корреспондент Максим Кардозу. Каждый день он делится с нами различной информацией касательно турнира, болельщиков и всего остального. Сегодня он расскажет про главный стадион чемпионата мира по футболу 2018 «Лужники». Именно там состоялось открытие турнира, пройдет и закрытие. Также, безусловно, состоится в Лужниках финал чемпионата мира. Максим, приветствую тебя. Тебе слово. Добрый вечер, Влад. Не удивляйтесь, что так пусто. У чемпионата мира сегодня выходной. Игры 1/8 начнутся только завтра. Ну а мы, как вы сказали, конечно же, находимся у стадиона Лужники. Это самая главная арена нашей страны. Легендарный стадион. Огромный. Он вмещает сейчас 78 тысяч людей. Что же, еще трудно представить, что еще несколько лет назад здесь был рынок. Продавали всякие разные ширпотреб, прямо с лотков грузовых машин. Было огромное количество мусора. И для города это была большая проблема. После того, как стало понятно, что Россия будет принимать Мундиаль, рынок закрыли, ну а стадион отправили на реконструкцию. Сначала его хотели полностью разрушить и построить новую арену. Но мэр Москвы Сергей Собянин решил оставить исторический фасад. Я не знаю, видно или нет, вот за мной находится арена, под куполом розовеет песчаник. Этот знаменитый песчаник, из которого строились многие самые красивые здания в сталинской Москве. Так вот, стены оставили, а внутри все разрушили и построили с нуля. И это самый современный, наверное, стадион не только в нашей стране, но и в мире. Что же, он принимал Олимпийские игры 80-го года, чемпионат мира по легкой атлетике и сейчас Мундиаль, ну а также много других самых знаменитых и престижнейших спортивных соревнований. Стоила эта реконструкция, которая шла 5 лет, 26 миллиардов рублей. Конечно, сумма большая, но не самая, наверное, крупная, которую потратили на стадионы в нашей стране. Например, «Зенит-арена» намного дороже. Но власти Москвы заявили сенсационную новость буквально на днях, что отобьют 26 миллиардов рублей всего лишь за месяц. Всего лишь за месяц, друзья. Они собираются это сделать за счет туристов и людей, которые любят спорт. Я сейчас вам покажу. Смотрите, Лужники — это не только стадион, это карта. Вся вот эта территория — это спортивный кластер, самый большой в Европе. Здесь находятся разные стадионы, арены, бассейн, даже поле для гольфа. Сейчас строится огромный центр художественной гимнастики. И, конечно же, после Мундиаля это будет настоящим притяжением, таким спортивным сердцем нашей страны. Сюда потянутся люди, которые любят спорт, физические нагрузки. И это будет настоящее наследие не только для Москвы, но и для всей нашей Родины. Но я хочу сказать то, что вся вот эта вот пустота, конечно же, изменится уже 2 июля. Здесь пройдет матч, наверное, самый главный для нас сейчас — Россия-Испания. Будем все ждать. И я 100% уверен, что будет настоящий аншлаг, а здесь будет море из людей. Что же, будем следить, Влад? Спасибо. Это было прямое включение из Москвы. Наш собственный корреспондент Максим.